День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Надежда Саханская. И вот о чем расскажем вам в ближайший час. Якутия вошла в число регионов России с высокими показателями готовности источников теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Айсен Николаев и Вячеслав Штыров обсудили развитие Южной Якутии. На встрече говорили о редкоземельных металлах, графите, природном водороде и центрах обработки данных. 9 дней до сентября образовательные организации, школьники и их родители готовятся к новому учебному году. Во Владивостоке прошли официальные мероприятия Генконсульства Вьетнама по случаю празднования Дня независимости и 81-й годовщины Августовской революции. Якутия отметила День российского флага. На центральных площадях состоялась традиционная акция по раздаче ленточек в цветах триколора. И не только. Якутия вошла в число регионов России с высокими показателями готовности источников теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, в целом средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры по стране составляет около 62%. Он поручил главам регионов мобилизовать все ресурсы и завершить подготовку к отопительному сезону в установленные сроки. В 3 арктических районах Якутии уже начался отопительный сезон. Речь идет об Алайховском, Анабарском и Нижнеколымском районах. В остальных северных и арктических улусах отопительный сезон будет начат по мере снижения температуры воздуха. В центральной части Якутии подключение к теплу планируется в первые выходные сентября. Что касается улусов, пострадавших от паводков, ресурсоснабжающие организации обеспечили готовность к прохождению осенне-зимнего периода. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с государственным советником республики Вячеславом Штыровым. Основной темой стало дальнейшее развитие комплексной Южной Якутии, обладающей мощной промышленной, ресурсной, энергетической и транспортной базой. Айсен Николаев отметил, что сегодня перед Южной Якутией открываются новые возможности, связанные с редкоземельными металлами, графитом, природным водородом, современной энергетикой и центрами обработки данных. Это, в свою очередь, требует определения новых подходов к комплексному развитию территорий на долгосрочную перспективу. Пришло время переоценить, оценить состояние дел, которые сейчас там есть, переоценить перспективу на будущее и создать новые подходы, может быть, создать новый проект комплексного развития, может быть, утвердить у нас в правительстве Российской Федерации, но, по крайней мере, двигаться. В Москве Якутское землячество, ветеранов, куда они тоже провели целую конференцию свою, там выработали рекомендации и попросили меня доложить Айсену Сергеевичу, что я не так настаивать на этом. Вот такие главные проблемы мы обсуждали. Обход в будние дни после 5 вечера, а в выходные с 10 утра. С 20 августа общественные наблюдатели информируют жителей о правилах на выборах и о возможности досрочного голосования, а также о режиме работы избирательного участка. При отсутствии избирателя дома член избиркома оставляет письмо с датой следующего посещения. Напомню, что осенние выборы пройдут под строгим контролем наблюдателей общественной палаты. В их число входят представители молодежного поколения, люди старшего возраста, а также работающие граждане. Суть InformWeek – это подомовое информирование граждан о том, что состоятся выборы. Мы доводим до каждого избирателя об предстоящих выборах, о самых главных выборах в нашей стране. В первую очередь, когда нам открывают дверь, мы представляемся, работаем уже с планшетом, начинаем вводить данные, доводим до них информацию, а также все фиксируем у себя на планшете. Если им понадобится голосование на дому, то мы также оформляем сразу заявки.
Новые проекты в новом учебном году. В Якутске прошла панельная сессия августовского совещания работников образования. В этом году главной темой стало внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Какие новшества будут в новом учебном году, расскажет Вероника Таюрская. 30 стубальников по 9 предметам ЕГЭ. Количество выпускников, получивших максимальный балл на госэкзамене, увеличилось по сравнению с прошлым годом. За высокими результатами стоят учителя. Именно они помогают школьникам получить новые знания. В этом году Айсен Сергеевич особый посыл сделал в части развития государственной поддержки учителей. Это, считаю, очень важно, и нам в этом году необходимо будет принять несколько документов для того, чтобы закрепить эти меры поддержки. Кроме этого, это, конечно, второе основное выступление министра здравоохранения Лены Николаевны. Оно посвящено и подготовке медицинских кадров, и наличию медицинских работников и кабинетов в наших общеобразовательных организациях. Хоть основной темой совещания стало внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, но главными остаются обучение и воспитание детей. Оно начинается с детского сада. На августовском совещании эта тема поднималась на каждой сессии. Самое главное совещание в городе Якутске, которое устанавливает приоритетные направления работы на новый учебный год. Дошкольные учреждения города Якутска в этом году примут новых малышей. Мы все готовы работать во благо дошкольного образования. Хочется отметить, что в этом году два наших дошкольных учреждения попали в программу федеральную по капитальному ремонту. 2026-2027 учебный год начинается с изменений. Уроков истории станет больше, а поведение будет оцениваться. Ожидается и внедрение новых проектов. Во-первых, у нас год дошкольного образования сейчас в системе образования, и основной упор будет на дошкольное образование. Это два важных проекта «Добрые игры» и «Орлята России». Потому что у нас вся государственная политика в сфере воспитания начинается именно с дошкольного возраста. Ребенок приходит в детское учреждение, в садик, и уже потом после него переходит в школу. Это была неотъемлемая часть, сейчас мы ее охватываем, соответственно, и сопровождаем. Уже такой бесшовный переход, потом движение первых, соответственно, юная армия. Августовское совещание работников образования – событие, на котором не только подводят итоги прошедшего учебного года, но и ставят задачи на будущее. Вероника Таюрская, Джолстан Иннокентьев, Якутск. В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор традиционно проводит проверку школ республики. В течение августа сотрудникам ведомства предстоит обследовать 626 объектов образования. На сегодняшний день инспекции подверглись 532 школы, и готовность составила 70%. В зоне контроля Роспотребнадзора косметический ремонт всех помещений, необходимая освещенность в учебных классах, обеспеченность медикаментами, а также санитарное состояние как уборных, так и мест для питания. При выявлении недочетов школам необходимо исправить их в отведенный срок. В рамках подготовки к новому учебному году специалистами управления проводится оценка условий воспитания и обучения детей. Ключевыми вопросами являются санитарно-техническое состояние объекта, организация горячего питания школьников, наличие допуска к работе работников. В настоящее время проходит декада горячей линии по качеству и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, в ходе которой специалистами осуществляется консультирование по подготовке к школьному сезону. В России стартовали антитеррористические учения. В их рамках проверяют готовность детских садов, школ, средних и высших учебных заведений к ситуациям, подвергающих опасности жизни учеников и персонала. Так, в Якутске в школе номер 39 отработали комплексный сценарий действий при захвате заложника, нападений с использованием горючих средств и атаки БПЛА. К работе привлечены спецслужбы МВД, МЧС, ФСБ и Управление Росгвардии. Действия отрабатываются совместно с охранниками учебных заведений. Подобные учения пройдут по всей территории республики. В таких случаях в каждой ситуации у нас отрабатываются алгоритмы действий. Мы понимаем, что сейчас период каникул, детей нету, но вместе с тем персонал, работники, особенно сотрудники частных охранных предприятий, которые обеспечивают защиту, они должны четко отрабатывать все алгоритмы при объектовых действиях, чтобы потом уже в период учебы
применять свои навыки уже в эвакуации и так далее, в защите наших детей. В поселке Тикси Булунского района завершены работы по подъему и утилизации затонувшего научно-исследовательского судна «Океанолог». Судно, которое десятилетиями пролежало в воде, сегодня стало частью масштабной программы по очистке арктических акваторий. Все подробности у Марферины Алексеевой. Тикси. Здесь тундра встречается с морем Лаптевых, а суровый арктический климат предъявляет особые требования к любой работе. На этот раз специалисты подняли со дна не просто старое судно, а часть истории отечественного освоения Арктики. Пытались найти историю, нашли фотографии, даже там где-то есть с командой они стоят в бухте. Там, наверное, человек 7. Все прям написано на нем «Океанолог». Задались целью узнать, где оно было построено. Оно построено было еще, по-моему, в Германии, в ГДР в 50-х годах. И было это как рыболовный траулер какой-то. И мы так понимаем, что при советской власти его пригнали сюда и, наверное, как-то переоборудовали для каких-то работ в море. В 1968 году судно передали Арктическому и Антарктическому научно-исследовательскому институту Русгидромета. Рыболовные сети заменили научным оборудованием. Судно использовали для исследований и наблюдений в Арктике. Но после распада Советского Союза «Океанолог» оказался заброшен. Корабль разрушился и постепенно ушел под воду. Для того, чтобы поднять судно, пришлось постараться. Работу усложнял лед и приливы. Погода. Очень влияла погода. И море Лаптевых, то есть у нас на Енисее маленькое по-другому, то есть вода играет там 10-20 сантиметров. Здесь бывало то, что мы приходим с утра, она у нас 30 сантиметров. К вечеру она может доходить до метра. И то есть у нас процесс осложнялся из-за того, что мы начинаем откачивать воду, освобождать трюмна, погода резко меняется, ветер, шторм, все заливает. Опять отходим обратно на этап. Таким процессом работали. Первым этапом стал демонтаж капитанской рубки, так называемого «киборга». После этого специалисты получили доступ во внутренние помещения судна. Корпус буквально резали по частям, одновременно извлекая мусор и металл. На сегодняшний день судно отправили в Якутск для последующей утилизации. Исполнители работ поделились, что прониклись историей судна и решили увезти фрагмент на память. Хотелось бы эту одну часть отрезать и у себя там, на базе, в офисе повешать, чтобы была память. Так вот запланировали, чтобы вспоминать деньки в Тикси. Так, «Океанолог» завершил свою историю там, где когда-то начинал научную службу – в суровых арктических водах. Безопасность окружающей среды – главный приоритет операции. Утилизация «Океанолога» – это первый этап масштабного федерального проекта «Генеральная уборка. Экологическое благополучие». До 2030 года планируется ликвидировать еще 11 объектов затонувшего флота. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Тикси, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Во Владивостоке прошли официальные мероприятия Генконсульства Вьетнама по случаю празднования Дня независимости и 81-й годовщины Августовской революции. Подробности расскажет Иннокентий Кычкин. Отношения между Россией и Вьетнамом на сегодняшний день находятся на наивысшей точке своего развития. Подкрепляет их документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 2026 год объявлен президентами двух стран годами российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. В стране ежегодно обучается порядка 1000 студентов из Вьетнама, а на сегодняшний день более 3000 вьетнамских абитуриентов подали заявки на обучение в России. Еще одним важным фактором является то, что у нас традиционная многолетняя дружба. То есть уже несколько десятилетий мы поддерживаем эти дружественные отношения. Они прошли все испытания, даже в тот период, когда Вьетнам нуждался в серьезной помощи Советского Союза и наоборот. Мы всегда рядом, мы поддерживаем друг друга, поэтому традиционная многолетняя дружба является той основой, на которой сейчас были сформированы отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
Одним из важных событий стало переименование остановки «Спортивная» в сквер Хошимина, так как неподалеку расположен памятник первому президенту социалистического Вьетнама. Его подарила Владивостоку вьетнамская сторона в знак дружбы народов в 2019 году. С инициативой выступило Приморское общество российско-вьетнамской дружбы. Дело в том, что лидер вьетнамского народа, товарищ Хо Ши Мин, 3 раза был во Владивостоке. И это очень знаково для нас, потому что именно здесь, во Владивостоке, по пути в Москву, мы понимаем ту работу, которую он вел. Он был членом Коминтерна, он делал большую, важную, революционную, патриотическую работу и, собственно говоря, создавал патриотическое движение у себя в стране. И, безусловно, здесь Владивосток крайне интересная и важная локация на его пути. Вьетнамоведение системно изучается в Дальневосточном федеральном университете. Так, например, в этом году открылась первая в России совместная программа бакалавриата с Вьетнамским университетом в городе Дананг в области международных отношений. Город выбран не случайно, так как в нем находится свободная торговая зона. Главная цель – превратить Дананг в экономический центр регионального масштаба, который станет важным звеном в азиатско-тихоокеанской цепочке поставок. Иннокентий Кычкин, Владивосток. В аэропорту Магана открылся новый гараж-стоянка для спецавтотранспорта. Здание общей площадью более 1700 квадратных метров построили из быстровозводимых конструкций по всем современным условиям. Здесь могут одновременно разместиться до 30 машин, среди которых автобусы, топливозаправщики и служебная техника. Помимо этого здесь обустроили столовую, мастерскую, комнату отдыха и учебную для работников аэропорта. Сам объект возвели в рамках масштабной программы Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Такая работа пройдет еще в 16 аэропортах по всей Якутии. В рамках ремонта планируется ремонтировать и взлетно-посадочные полосы, аэродромную инфраструктуру, светосигнальное оборудование и, что немаловажно, строительство быстровозводимых модульных зданий аэровокзалов. В этом году в республике еще будут завершены работы по взлетно-посадочным полосам аэропорта Усть-Куйга и Ленск. В следующем году будут введены новые здания аэровокзалов в Усть-Куйге и в Среднеколымске. Программа рассчитана до 30 года. Управлять подвижным составом на железной дороге – дело ответственное. До недавнего времени машинистами тепловозов и их помощниками были только мужчины, а сегодня эту профессию активно постигают женщины. Анжелинка Табачук – единственная девушка-помощник машиниста в компании «Железные дороги Якутии». Кого и почему берут управлять поездом, расскажет Руслан Павлов. Железнодорожная статистика гласит, общее число обученных и трудоустроенных женщин на должности помощника машиниста и машиниста за последний год удвоилось и достигло 726 человек. Из них всего 11 женщин уже успели сдать суровые экзамены и пересели в кресло полноценного машиниста. Остальные как раз девчата-помощницы, которые куют свой первый стаж на путях. Одна из них – Анжелика Табачук. Она отличается от своих коллег тем, что стала первой и пока единственной помощницей машиниста в акционерной компании «Железные дороги Якутии». Мечта, конечно, отучиться на машиниста и работать машинистом уже. Мы начинаем пробиваться в локомотивы, все, мы сейчас будем сами ими управлять. Анжелика нашла себя не сразу. Училась, была шеф-поваром ресторана, но тяга к технике у девушки с детства. Будучи еще школьницей, девочка смотрела, как родной дядька чинит машину. Теперь сама заткнет за пояс любого автомобилиста. Более того, как помощница машиниста, знает строение тепловоза на зубок. Работает отлично. Сперва мы сомневались, сперва думали, что все-таки это не женская, не женская профессия. Но в конечном итоге она показала результат даже получше некоторых мужчин. Получив диплом помощника машиниста в своей родной Тынде, Анжелика не стала сидеть на месте и решила пуститься в приключения. Цель жизни – стать машинистом тепловоза привела ее в компанию «Железные дороги Якутии», где она трудится почти 2 года. Наставники хвалят, но не дают поблажки, потому что точно знают – тяжело в учении, легко в бою. Выполняет она абсолютно ту же работу, что простой помощник машиниста мужчина. Никаких послаблений нет. Она полностью со всем справляется, даже лучше.
Много было даже слухов, что когда я пришла, что я не работаю, что я просто сижу в локомотиве, что в башмаке вообще даже ни разу не видела, в локомотив никогда не залазила, просто вот села, сижу, только документы заполняю. Нет, также выполняю все работы, отцепки, прицепки, продувки, все делаю сама. Сейчас Анжелика готовится повышать квалификацию, чтобы получить корочку машиниста тепловоза. На производстве набирается опыта, теорию впитывает во внерабочее время. Впрочем, за карьерными планами и любовью к технике скрывается скромная девушка, мечтающая о семье и детях. Да, самое главное – дом, семья и тепловоз. Желательно в гараже, чтобы он стоял свой личный какой-нибудь. Руслан Павлов, Алдан. Якутск встретил День российского флага. Основные праздничные мероприятия развернулись на площади Орджоникидзе. По сложившейся традиции со сцены прозвучали песни, отражающие силу и сплоченность русского народа. В День флага 10 юным россиянам вручили главный документ страны – паспорт. Наградили и тех, кто стоит на защите Родины. Бойцам СВО вручили ордена и медали. Общественная палата России также отметила благодарственными письмами активистов регионального отделения. Сегодня я удостоилась чести получить благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской Федерации за организацию всероссийского художественного проекта «Мой герой Великой Отечественной войны». Этот проект объединил художников из 30 регионов страны, а стартовал он с нашей инициативы Якутии. В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации в столице региона состоялось торжественное мероприятие по вручению паспортов 14-летним жителям республики. Так, более 20 ребят стали обладателями своего первого паспорта. Помимо официальной части мероприятия, новоиспеченным гражданам России в игровой форме рассказали о том, какие права появились у ребят, как важно ответственно относиться к личным данным и как зарегистрироваться на портале госуслуг. Ну а в Ленске прошел торжественный митинг. Мероприятие состоялось традиционно в сквере «Старожил», где установлен флагшток. Участие в нем приняли представители администрации, депутаты, ветераны, настоятель храма, сотрудники организаций и предприятий, представители молодежи. После того, как прозвучали гимны, творческие коллективы исполнили песни, посвященные России. Также ленчан поздравили официальные лица. Глава города в своем слове отметил, что российский триколор – это предмет гордости и национального единства. Мы живем в сложное время, и когда видишь флаг, когда наши бойцы его поднимают на освобожденных территориях, в поселках, в городах и селах Донбасса, с одной стороны испытываешь невероятную гордость, с другой стороны понимаешь, какой ценой достается война, и в каких условиях наши земляки, ленчане, жители Ленского района в блиндажах и в окопах сегодня добывают эту победу для всех для нас. Желаю молодежи, которая сегодня здесь находится, во-первых, чтить, знать нашу государственную символику, чтить, знать нашу богатую историю наших славных побед. Нам всем желаю скорейшей победы над врагом. Сейчас в самом разгаре сезон сбора урожая. Пока дачники только пожинают плоды своих трудов, юные аграрии подвели итоги своей работы на выставке-конкурсе «Урожай-2026». Чем удивляли участники и как определили победителя, расскажет Анастасия Пуляева. Домашний арбуз, дегустация различных продуктов и долгие месяцы подготовки. Так состоялось традиционное соревнование среди агрономов. Многие, кстати, участвуют далеко не впервые. На счету команды Деринской агрошколы, например, уже не одна победа. В 2024 году мы заняли первое место, а в выставочном второе место заняли. Выращиваем смородину свою домашнюю и вот якутянка сорт. Делаем суп быстрого приготовления. Лидеров выявляли в 4 основных номинациях – овощеводство и картофелеводство, плодово-ягодные культуры, декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн, а также оценивали мастерство в выращивании экзотических культур. Мы растили, поливали, убирали сорняки, добавляли удобрения. Чтобы они хорошо вырастали, нужно трудиться и хорошо работать. А сколько лет вам сейчас, со скольки лет вы этим занимаетесь? Я начала работать с 10, мне сейчас 13. Впрочем, креатив участников не ограничивается только красивыми выставочными экспонатами и, собственно, выращенными овощами. Здесь, например, в палатке можно встретить цветочную экспозицию, очень красивую, и даже домашних животных. Например, здесь у нас есть домашние птички, так называемые мини-соловьи, и морская свинка по имени Шелли.
Впервые выставку-конкурс провели в 2002 году, и за это время она стала хорошей традицией, главным стартом для агрономов. Даже во время пандемии урожай проводили в дистанционном формате. И, как отмечают организаторы, за годы существования участники не перестают удивлять экспертов своим творческим подходом. Разнообразие появляется ежегодно. И, конечно же, новые течения, которые на сегодняшний день, в том числе и использование искусственного интеллекта, да, как бы не связано овощеводство и искусственный интеллект, такой проект меня очень сильно заинтересовал в рамках данной выставки. Определить фаворитов было действительно непросто. Каждый проявил максимум изобретательности. Среди 19 команд из 9 районов лучшими стали представители Мюрюнской и Амгинской станции юных натуралистов, а также Деринской агрошколы. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Такое видели эту неделю наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.